В грузинских летописях упоминается царь Фарнаваз, живший в IV веке до нашей эры. К его достижениям относят успешную внешнюю политику, а также создание грузинской письменности. Но есть еще один увлекательный факт. Его женой была девушка из соседней Дзудзукеты. В ту эпоху семейные узы являлись свидетельством военно-политического союза. Потому мы можем считать, что еще 2500 лет назад грузины и ингуши были близкими союзниками. Родственными народами, ингушами и грузинами. Но после нашествия монголов, а позже сельджуков, ситуация ухудшилась на всем Кавказе. Некогда мощное грузинское государство находилось в упадке и отбивалось от многочисленных завоевателей. Несколько соседних племен, видя, что Грузия находится в нескончаемой войне и не имеет сил для защиты всех своих земель, воспользовались моментом и осуществляли набеги. Это могли сделать и ингуши, но они никогда не поставили сиюминутную выгоду выше своей чести. И потому, когда в 18 веке многие дагестанские племена систематически нападали на грузинские села, ингуши оставались надежными союзниками и защищали Грузию как свою землю.